Пептиды и белки. Человеческий организм состоит из 100 триллионов клеток. Каждая клетка состоит из сотен миллионов молекул белка. Белки – это строительный материал и живые наномашины нашего тела. Каждый из сотен тысяч разных белков обладает неповторимой пространственной структурой, и у каждого белка своя задача в организме человека. Есть белки костной и мышечной ткани, белки тканей кожи и мозга. Белки, ферменты и рецепторы управляют работой всех систем нашего тела. Большие длинные молекулы белков собираются из более мелких частей. Они-то и называются пептиды. Вообще в биологии, вообще в жизни наша существует благодаря двум молекулам. Это белкам или пептидам, которые несут информацию, и ДНК, которая тоже несет информацию. Но ДНК – это матрица. Это, по сути дела, химическая молекула, которая сама по себе не активна. И вот соединение пептидов с тем или иным участком ДНК, то есть с участком гена, как они только совместились, как ключ к замку, возникает синтез специфических белков, возникает жизнь. Собственно говоря, это проблема возникновения жизни на Земле. Так, по-видимому, возникла жизнь на Земле. То есть мы, по сути дела, скопировали природу